Казалось бы, очень старая тема, уже часть нашего исторической памяти, правда же? Вот эти все теории, которые в конце концов, вот часть этого наследия и была война наша, к сожалению. Но то есть это вещи совсем не безобидные на самом деле. И что делает эту тему опять актуальной, потому что вот эта теория Ингороквы после долгого периода спячки такой, она вдруг снова возродилась, сильно поддерживается и становится основным грузинским нарративом, но на уровне общественного сознания, на уровне общества. Вот. Я скажу немножко о других тоже слоях общества, но в основном, если посмотреть на блогосферу, на разные уровни представления грузинского общества или грузинских представителей в Абхазии, то эта теория доминирующая. Абхазы — это пришельцы. Вообще-то имя это вообще не абхазы, они то ли адыгейцы, то ли адыги, то ли кто-то еще, пришедшие сюда, захватившие исконно грузинскую территорию и присвоившие имя абхазов. И все вот то, что здесь есть, памятники, все это как бы не их, то есть не абхазские, а грузинские. Но есть еще другой уровень, академический уровень. Он тоже, в общем-то, эту эстафету принял тоже, к сожалению. И в отличие от тех крупнейших ученых, которые наоборот подчеркивали роль абхазского этноса в создании и абхазского царства, и вообще многих этнокультурных процессов на этом регионе. Это был Джавахишвили, это был Чикабаба, это была Ломтатидзе, крупнейшие ученые. Вот. То сейчас, наоборот, даже ученики Ломтатидзе, они заняли противоположную позицию по этому вопросу и практически скатились вот на такой сектантский уровень последователей Павла Ингороква. Почему я назвал эту группу такую, преданную своей цели, свидетели Ингороквы? Ну, ассоциация с свидетелями Ингороквы, с другой сектой, да, которую мы знаем, что это такое. Я сделаю просто краткий экскурс по предыстории вообще этого вопроса, а потом уже о сегодняшнем дне, мне кажется, более актуально. Вот. В принципе, повторю еще то, что сейчас в блогосфере все мы знаем, все мы видим, что шквал, цунами антиабхазской риторики, нарратива, пропаганды, просто из Грузии идущие, просто шквал. Такого вот я не помню. Происходит на разных уровнях, на обыденном уровне, там, студенты какие-то, там, значит, ну, просто обыватели, но также и на выше, даже вот и сейчас появилось много роликов, профессионально сделанных с помощью искусственного интеллекта на хорошем русском языке. Очень много роликов, историческую тему, кто такие абхазы, откуда они взялись, кто победил, кто выиграл грузино-абхазскую войну, кто взял Сухум. В общем, многие темы, которые, значит, абсолютно умаляют, нивелируют роль абхаза вообще в своей собственной истории. Это, конечно, типичная вещь для вот грузинской политической культуры, я давно это заметил, лишение имени. Вот они не абхазы, а абсуйцы, да, и так далее. То есть ты уже не субъект, ты просто вот непонятно, что какой-то суррогат. Суррогат и продукт русского империализма, который специально создан, вот, и язык создан, видимо, да, и этно создан, чтобы священную Грузию как бы наказать за ее стремление к независимости. Вот такой нарратив, он, конечно, примитивный, все-таки он работает на кого-то, и это все на русском языке. Частично на английском языке, но на русском языке, и поэтому возникает вопрос, в чем причина? Ясно, что это системная работа, ясно, что она оплачивается, что она финансируется, вот, и неплохо финансируется, и ясно, что у нее далеко идущие цели. Ну, там много целей может быть, вот, их очень вдохновил Грузию Карабах, да, что вот видите, где есть Карабах, его уже нету. Их целевая аудитория — это российское общество, которое, они воздействуют на ресурс помощи Абхазии, поддержки Абхазии. Это Россия и Северный Кавказ, да, ну, часть России. Вот их целевая аудитория — это российское общество и Северный Кавказ, для того, чтобы вот посеять, как бы, ну, сделать максимальный ущерб нашим отношениям, в общем, для того, чтобы лишить нас поддержки. Это все имеет стратегическое значение, это все небезопасно, и здесь вот нам не нужно быть беспечными такими и думать, что все это ни о чем. Это все очень даже о чем, и все это может сыграть роль негативную в дальнейших событиях. Поэтому сейчас вот уже после такого
экскурс, предисловие, уже обращусь к нашему герою. Вот я принес свою книгу, вот тяжеленная книга, это оригинал, первоисточник вот этого свидетелей Иеговы, да, это их Библия, которой они поклоняются, их Ветхий Завет. Вот, 1954 года книжка, 10 тысяч экземпляров тираж, была издана в 1954 году в Тбилиси. Вот. Она не переводилась, в одной из нее цитаты, много цитат было надергано. Прошло более 70 лет со дня выхода в свет печально известной книги грузинского литературоведа. Он не был историком, он был литературоведом. Павлин Гаропа, Георгий Мерчули, грузинский писатель X века. Вот в частности, в ней автор пытался доказать, что современная Абхазия не имеет исторических корней в Абхазии, а является пришлым с 17 века народом Северного Кавказа, присвоившим как имя абхазов, ранее относившихся к грузинам, так и страну Абхазию, которая, по утверждению автора, была всегда грузинская и в древности была населена только лишь грузинскими племенами. В своей книге он пишет, я цитирую: «Территория Абхазии в ту эпоху, когда возникло Абхазское царство, то есть в 8 веке, была населена грузинскими племенами, и не только в то время, в 8 веке, а вообще, например, всей истории, древней истории, в античное время, в средние века. Абхазы, живущие в Абхазии другие племена, абсилы, мессимяне, санихи, это были такие же чисто грузинские племена, грузинского происхождения, говорящие на грузинском диалекте, как и другие грузинские племена Западной Грузии, карты, мигрелы и сваны. Кстати, карты не являются относятся к Западной Грузии, но все-таки он туда их вставил. Конец цитаты. Но в поддержку своей теории Гаропа приводил много таких аргументов, основанных на области этнонимики, этнонимы и топонимики, и гидронимики, то есть название мест и название. Вот. Ну, например, этнический термин абхаз, вернее, Абаск и Абхазия грузинская, да, Абаск греческая, по его мнению, возникла из грузинского племени названием Мосхи, Месхи. Вот такая вот, как сказать, эквилибристика. Абхазские края, коренная грузинская сторона, которая со старых времен была населена грузинскими племенами, из которых одним из племен были абхазы, то есть месхи. Вот так он. Топонимика Абхазии автор анализируется на основе исключительно грузинского языка, который доказывает, с его точки зрения, пришлость абхаза на территории Абхазии. Вот. Там, я потом позже расскажу, значит, там название Сухума, значит, Гагры, других мест в Абхазии, Бзыби, реки Бзыб со стороны на основе грузинского языка он расшифровывает. Но даже его фантазии даже идет на столице Абхазии, Сочинский район и даже до прибрежной Черкесии, до Туапсе. Вот, например, название города Сочи он объясняет с точки зрения грузинского языка Соча. Соча – сосна, Соча. Хотя в абхазском языке сохранилось исходное название слова Шача, без не че, а че, Шача. И в адыгейском языке, шапсурский диалект, Сача, Сача, то есть че, не че. То есть никакого отношения к сосне не имеет вообще. Но все-таки вот на человек, который не знает лингвистику, не знает эти все диалекты, все эти языки, конечно, может произвести впечатление, естественно. Более того, по мнению Гаропа, население к северу от Туапсе, то есть на территории нынешней Адыгеи, исторической Адыгеи, в древности принадлежало к лазской ветви грузинских племен. То есть не восточные грузины, а лазы, мигрелы там или лазы. Вот. Рассеянный по всему Западному Кавказу гидронимным элементом псы, вода, река, Гаропа объявил грузинскими, поясняя, что в черкесском языке это либо родственные слова, либо напрямую заимствованные из грузинского языка. Ну вот. И касательно Абхазского царства, возникшего в 8 веке, Гаропа пишет: грузинское государство Западной Грузии основано не чужим племенем после покорения, а было создано грузинскими племенами, в числе которых были грузинское племя Абхазии. Правящая династия Абхазского царства, по его утверждению, была не абхазская, имею в виду предков современных абхазов, да, Апсуа, а лазская. Никаких аргументов не проводится. Но идеи аргументации относительно истории Абхазии и абхазов были первоначально опубликованы Гаропа в 3 выпусках журнала «Мнатоби», 1-3 номера. И там писал о том, что абхазы это пришельцы, что они заменили грузин. Но эти статьи остались более-менее незаметными большой публикой. Вот, ну, просто кто-то ее прочитал, конечно, но никакого влияния ни на что она не оказала. Однако иная судьба ожидала другую публикацию Гаропы, вот эта книжка, вот, которую я сейчас прислал с собой, изданная в 1957 году, в бельгийском издании с обчетом Церали, Георгий Мерчули, грузинский писатель X века, очерки по истории литературы, культуры и государственной жизни Древней Грузии, тиражом 10 тысяч экземпляров. Вот она как раз вызвала широкий общественный резонанс. Выход книги был встречен восторженно рядом грузинских ученых, писателей, было много положительных рецензий.
Вот. Но что интересно, в своих ранних трудах, вот это очень интересный такой момент, Ингороко более реалистично оценивал историю взаимоотношения грузинов и абхазов. Так, в 18 году, в статье 18 года, он писал, я цитирую: «Абхазы с грузинами связаны многовековой культурной общностью. Абхазы изначально входили в грузинскую государственную единицу. А абхазское племя, несмотря на свою малочисленность, имеет большие заслуги перед историей Грузии. Из Абхазии началось государственное возрождение Грузии, отражением чего являлась титулатура грузинских царей, начинавшаяся так: царь абхазов и картвелов. И даже грузинская династия была наполовину абхазская. Абхазы дали стране не только ни одного, ни двух выдающихся личностей. Вот, например, грузинский философ Иоанн был абхазец по племени. Короче, 20-вековая история Грузии является одновременно историей Абхазии». Конец цитаты. Даже в статье 1941 года уже, озаглавленной Леонтием Муравели, грузинский писатель 8 века, он пишет следующее: «Началось то большое движение и политическая экспансия абхазского племени, которое оставили, то есть 8 век, которые оставили такой значительный след в политической истории древней Грузии, в результате чего абхазское племя втянулось в общую жизнь Грузии и внесло большой вклад в дело государственного строительства древней Грузии. Абхазская династия огрузинивается, переходит на грузинский язык». То есть явно, что до этого был не грузинский язык, правда же? То есть совсем другая концепция. Однако позже, как мы увидим, сейчас расскажем об этом, взгляды Павла Ингороко на абхазов и Абхазию привели к коренное изменение, что я уже цитировал выше. Что же послужило триггером для такого крутого поворота? Вот как представляется, немаловажным для понимания такого концептуальной ревизии собственных взглядов автором является учет исторического контекста. Случилось так, что во время написания Ингороко своей книги, рукопись была сдана в типографию в июле 1951 года, совпала с кампанией по депортации ряда народов Кавказа в Казахстан и Сибирь. Из Северного Кавказа чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, 43-44 год. Из Грузии месхетинских турок, курдов, армян, мусульман и понтийских греков, 44 год, 49 год. И часть территории этих республик была присоединена к Грузинской ССР. В Абхазии в 1949 году депортации подверглись более 6 тысяч абхазских греков, а также турки, лазы и немцы. Их дома были отданы переселенным из Грузии колонистам. Вот. И в то же время планировалось выселение абхазов. Это совершенно такая, как сказать, сложная тема, но все-таки очень много косвенных данных, которые говорят о том, что это планировалось. Вот. И какие-то косвенные данные об этом есть. Об этом, кстати, писал известный русский историк Александр Некрач, абхазов, тех народов, которые планировалось выселить свои территории. И, конечно, видится план построения Великой Грузии с полным одобрением финансовой поддержкой верхушки в Кремле, в лице Сталина, Берии и других этнических грузин. Включал вот там два таких были, значит, процесса. Первый – это расширение границ Грузии за счет других соседних территорий, а второй – это достижение этнической гомогенизации Грузии за счет депортации некартвельских народов, куда входили также и абхазы, естественно, то есть внекартвельские народы. Почему же это не произошло? Вот я считаю, что Сталин не дал добро на выселение абхазов. Я считаю, что это было его решающее, то есть ждали его решающего добро, Берия это планировал. Почему это не сделал? Он сделал не по сентиментальным соображениям, не потому, что он там кого-то любил сильно, потому что он считал, что, во-первых, было послевоенное время, да, 49-й год, он считал, что абхазы и так близки к грузинам, вот, они учат грузинский язык в школе, скоро станут грузинами, зачем тратить деньги, значит, на то, чтобы их куда-то переселять в Сибирь, в Казахстан, и решил, что будет намного экономичнее на месте их ассимилировать. Я думаю, что это единственная причина, которая вот объясняет, почему все-таки затея Берии и его команды не удалась по депортации абхазов. Вот. Ну, кстати, было в то время еще было претензии к Турции, в то же самое время хотели часть древней грузинской территории, которая сейчас в Турции находится, хотели вернуть обратно. В общем, по крайней мере, в общем-то, здесь много было таких событий. На всем этом труд Ингороко вот этот, доказывающий неисконность пришлость абхазов на территории нынешней Абхазии, предстает не просто набором историко-филологических изысканий кабинетного ученого, а приобретает вполне очевидный политический подтекст. Уместен вопрос, не стояла ли перед автором, ранее не подвергавшим сомнению автохтонность абхазов на их территории, задача научно, в кавычках, конечно, обосновать планируемое выселение абхазов. Однако в 1947 году Сталин неожиданно умер, то есть за год до выхода этой книги он скончался. Со сменой руководства в Кремле затея по выселению абхазов стала уже нереализуемой.
Так что выход книги Ингорокова в 1954 году, спустя год после смерти Сталина, для убеждения которого, в том числе, скорее всего, эта книга была написана, можно считать несколько запоздалой. Вот грозного Сталина уже не было, и ситуация в Советском Союзе стала стремительно меняться. Вот, и значит, хрущевские реформы, хрущевская политика по десталинизации привела к большим значит, массовым, значит, волнениям в Грузии. Вот, и было очень много обращений со стороны из Абхазии, из Южной Осетии о том, что производилась искусственная ассимиляция Абхазов и осетин. И как бы, вот, жалоб очень много было в Кремль, и поэтому было 10 июля 1956 года вышло постановление Президиума ЦК КПСС об ошибках и недостатках в работе ЦК КП Грузии, которое обязывало ЦК КП Грузии исправить нарушения национальной политики, в частности в отношении к абхазскому народу. Вот. Ну вот на этом меняющемся идеологическом фоне ответом на публикацию книги Ингорокова явилась ее сокрушительная критика со стороны видных абхазских ученых. Так, в рецензии на книгу Ингорокова в 27-м выпуске трудов Абхазского института за 1956 год абхазский историк-медиевист Зураб Минчабадзе подробно разобрал ошибочные построения автора касательно абхазов и Абхазии в интерпретации как исторических фактов, так и топонимики. Его вердикт гласил: первое, явный дилетантизм, незнание многих фактов в источниках истории Грузии. 2. Присваивание научных трудов других ученых. 3. Фальсификация источников с целью обосновать свои ошибочные положения. 4. Игнорирование материалов, противоречащих его концепции. В том же выпуске трудов вышла статья также филолога Хутаб Гашба, где подробно рассматривались филологические изыскания Ингорокова из абхазского языка в области топонимики и гидронимики. С критикой, что очень важно, критикой теории Ингорокова выступили и видные грузинские ученые. Вот, в частности, крупнейший абхазовед, лингвист профессор Кетевал Ломтатидзе и ведущий историк, академик Николай Бердзинишвили. Они опубликовали, значит, рецензии, подробные рецензии на Ломтатидзе по поводу, значит, филологических, значит, аспектов теории Ингороковой, а Бердзинишвили исторических, где они, значит, резко отрицательно оценили этот труд. В Советской Абхазии в газете опубликована статья грузинского профессора Георгия Саселя, который также написал статью «Вопреки исторической правде», 1955 год, и также он критиковал труд Ингорокова. Вот. В ответ сторонники Ингороковой перешли в контрнаступление. Как замечает Георгий Анчабадзе из Сураба, в их глазах Ингороков приобрел ореол мученика, который наказан за его патриотическую позицию. В защиту Ингорокова выступили ряд грузинских ученых, литераторов, таких как Константин Гамсахурдия, Леонидзе, Шенгели, Джгенти. Поэт Алио Мирсхулава в грузинской молодежной газете «Халгарзда коммунисте» в 1957 году назвал Ингорокова выдающимся писателем, обвинив Бердзинишвили и Ломтатидзе в том, что они отрицают грузинство грузинского народа и реальность его коренного обиталища. Дискуссия с неизбежностью выплеснулась на политический уровень. Абхазский обком КП Грузии, Соединенная Абхазская ССР в 1955 году направил ЦК КП Грузии письмо, предложение осудить книгу Ингорокова, но этого сделано не было. Вот. Но были также обращения в ЦК КПСС, и, в общем-то, я думаю, в конце концов, видимо, давление со стороны Кремля вынудило грузинское руководство сделать постановление о ошибочности дискуссии в журнале «Натобе», и как бы негласно, то есть не явно книга была осуждена. С тех пор теория Ингороковой, оставившая болезненный шрам на грузино-абхазских отношениях, осталась полузабытой, то есть в советское время, после во время, значит, периода хрущевского, брежневского периода. А в самой Грузии властями на нее был, скорее всего, наложен негласный запрет с целью недопущения обострения и так непростых отношений с Абхазией. Серьезные ученые на нее не ссылались. В учебных пособиях по истории Грузии, включая «Историю Грузии» под редакцией Бердзинишвили, 8-томник «Очерки истории Грузии» под редакцией академика Меликишвили, принадлежность Апсилова Базга к абхазскому этническому миру не оспаривалась. Однако уже в конце 80-х годов, в период перестройки и гласности, когда все идеологические табу были сняты, и национализм заполнил вакуум, оставшийся после крушения идей коммунизма, и вот в Грузии теория Ингорокова переживает новый расцвет уже в конце 80-х годов. Ну вот, дело в том, что абхазская проблематика вновь стала актуальной
для той части грузинской элиты, которая на фоне дезинтеграционных процессов в Советском Союзе серьезно опасалась отделения Абхазии от Грузии и пыталась с помощью удобной теории грузинского ученого обосновать тезис о том, что поскольку абхазы являются исторически пришлым народом якобы, то никаких прав на территории, которые они населяют, они не имеют, и, соответственно, права на самоопределение у них нет и не может быть. Звят Гамсахурдия, сын Константина Гамсахурдия, который стал первым президентом Грузии, он на митингах говорил о том, что абхазская нация в истории никогда не существовала. Есть в Ютубе есть такие, значит, можно посмотреть на это. Ссылаясь на работу Ингороквы, Гамсахурдия объявил абхазов адыгейцами и заявил, что абхазы могут самоопределиться, но не в Грузии, а на Северном Кавказе, откуда они пришли. Но понимая полную научную состоятельность этногенетических построений Ингороквы и его последователей, ряд грузинских ученых выдвинули компромиссную теорию двуаборигенности Абхазии, согласно которой на территории Абхазии с древности проживали исконно два народа – грузины и абхазы. И потому Абхазия является исторической родиной как абхазов, так и грузин. Политическая подоплека и здесь вполне очевидна. Раз грузины также являются аборигенами Абхазии, то без их согласия право на самоопределение абхазы обладать не могут. Без согласия Грузии абхазы не могут самоопределиться. В современной Грузии Павел Ингороква фигура почитаемая, причем не только как научная, но и как политическая. Он считается одним из основателей грузинского государства. Он действительно много чего подписал, много где участвовал. Вот нынешний этап характеризуется, по сути, возрождением идей Ингороквы в Грузии относительно пришлости и позднего присутствия абхазов на территории Абхазии. Ну вот как представляют истории Грузии, я уже подхожу к конкретным авторам и книгам, которые сейчас уже выходят большими тиражами, тиражируются. Абхазия, исторический опыт Грузии, современные ученые, Павел, который является последователем Ингороква, грузинские мигрельские историки Джемал Гамахари и Бадри Гогия. Вот они пишут: территория современной Абхазии, а также земли к северу и западу от нее, вплоть до реки Кубани, это уже не Ингороква, это уже современные авторы пишут, грузинские историки, профессора, вплоть до реки Кубань, до Кубань. В древнейших времен составляли часть Грузии, а в период ее разробленности части грузинских политических единиц – Колхиды, Лазики, Мерети, Мигрелия. Означенная территория издревле населена была грузинами. С XI века в пределы Грузии стали проникать апсуйские племена. Мы с вами, то есть наши предки, но до XVI века границы Грузии простирались все же до Малой Хазарии, то есть до Кубани. В XVI-XVII веках земли до реки Ингури были оккупированы апсуйцами, подстрекаемыми и направляемыми Турцией. Пока еще России не было, Турция была, значит, как бы самым главным этим виновником. Грузинское население было либо уничтожено, либо вытеснено, и ассимилированное апсуйцами язычниками население приняло грузинское имя абхазов. А потом уже Российская империя сумела сформировать из малочисленного, политически и культурно отсталого апсуйского населения свою опору в борьбе с авангардом демократического движения в крае, с грузинским населением. Но в том же духе и практически в тех же параметрах описывает этногенез абхазов и другой современный активный последователь Ингороквы Теймураз Гванцеладзе. Он абхазовед, абазиновед, он знает абхазский язык, он на нем говорит. И он ученик Ломтатидзе. Много сил и времени Гванцеладзе посвящает доказательству неисконности абхазов на территории Абхазии, публикуя свои, значит, труды как на грузинском языке, так и на русском языке, а также на английском языке, даже две книжки его изданы, вернее, статья и книга. Более того, эта тема посвящена его докторской диссертации, где он аккумулировал лингвистическую аргументацию, призванную доказать позднее пришествие абхазов, Апсуа, на их нынешнюю территорию. Я хочу уже перейти к некоторой полемике с ними, потому что все эти их предположения, теории, они все очень уязвимы с точки зрения доказательства. И очень легко их можно опровергнуть. Вот, например, такие пассажи из работы Гванцеладзе. Стремление добыть подтверждение тезиса о более раннем пребывании абхазского этноса на территории Северного Кавказа, он предпринимает попытку найти подтверждение этому в труде европейского автора XIV века Джона Мандевиля, книга «Чудес света», в которой якобы содержится указание на местонахождение абхазов в средние века, абхазов и страны Апсны на Северном Кавказе в XIV веке. Вот приведем пассаж из книги Мандевиля. После этого следует царство Грузия, которое начинается к востоку, у великой горы, называемой Абзор, где живет много разного народа. И страна называется Аламо. Гванцеладзе переделывает произвольно Абзор, Абсон, а Абсон в Апсны. Вот метод, да, замечательный.
Однако все комментаторы этого труда, его много переводили на разные языки, истории комментировали, все под горой обзор понимают Эльбрус. Эльбрус. А страна Аламо, Алания. Все сходится, все логично и все никакой, как бы, все бесспорно. И тем не менее, все-таки из этого делается какая-то вот интрига, какая-то история. Кроме того, в качестве другого историко-филологического аргумента Гонсало Лазар привлекает данные старых европейских карт, на которых отмечен топоним Аква. По его утверждению, присутствие абхаза в бассейне Кубани документирована карта 1561 года итальянца Джакопо Гастальди, на которой Абхазская область, Абквас Реги и город Аква зафиксированы на Северном Кавказе, в бассейне Кубани. Однако все дело в том, что я, кстати, вот изучал подробно, вот у меня книга была по итальянским колониям в Абхазии, и подробно карты изучал средневековые, поэтому я эту тему знаю очень хорошо. В чем дело? Тоже предшественник Гастальди, другой итальянский картограф, Баттиста Аньезе, не зная, куда на своей карте Европы, датируемой 1540 года, поместить Абхазию, ее город Аква. То есть Абхазия, он знает, что она есть, но он знает, что была Диаскурия, вот она здесь, что сейчас называется Севастополис, он здесь, Акву куда девать. И он не знал, куда его деть. Вот. И поэтому поместил ее, нашел пустое место на севере, куда передвинул королевство Абхазия. С городом Аква. Поместил их неподалеку от столицы монголов Сарай на Северном Кавказе. Ошибку Аньези повторили очень много картографов. Вот просто взяли его как бы, карту и стали тиражировать. Это фламандские картографы, голландские, немецкие и так далее. Поэтому здесь очень много, ошибка Аньези повторилась просто тиражирована многими картографами. А чем объясняется ошибка картографа? Потому что в 15 веке Малую Азию захватили турки. И они выгнали отсюда генуэзцев. У картографов уже не остались уже специалисты и там, консультанты по этим территориям, где они работали, они в фактории были. Поэтому просто они вот, не знали, кого спросить, вот, в случае, когда они не знали, куда девать какие-то области. И вот это объясняется ошибка этих картографов. Очень логично. Но с другой стороны, именно на этих картах, например, пример такой, что на одной из карты того времени Мигрелия помещена на территории Западного Кавказа вплоть до Тамани. Но явно, что этого не было, правда же? То есть явно, что потеряли уже связь с регионом и как-то уже фантазировали картографы. С другой стороны, именно на этих картах, начиная, по-видимому, с карты Баттиста Аньезе, впервые, то есть 1540 год, впервые отмечается исконное абхазское название города Сухуми, что отражает изменение политической ситуации в регионе, восстановление к 15 веку абхазского контроля над центральным городом Абхазского княжества, где мы сейчас находимся, Сухум, Аква. А эпоним Аква вполне надежно этимологизирован на абхазской почве. Я считаю, что это как бы такая этимология, что с утратой начально х из хаква. Ха – это камень, а хаш, да, известняк, хаш – белый камень, да, ха. А хапы – то же самое, каменное навершие. А вторая часть – это аква. Она связана с словом нагромождение чего-либо. Абхаква, сток сена. Значит, атаква, сток сена, да. Абхаква, это кукурузная солома, да, сток. Ачаква, сток соломы и так далее. Как было указано выше, Баттиста Аньези и другие картографы помещают Акву прямо напротив Севастополиса, просто слишком далеко на север. Вот это была ошибка, что они не знали, что это тот же самый город. Но почему так? Вот я считаю, что это было потому, что вот Аква относилась не к побережью, а к замку, который сейчас называется замок Баграта. Вот там это находилась крепость, которая называлась Аква. И об этом, кстати, пишет вот в 17 веке, в 18 веке немецкий автор Якоб Рейнекс. Твердыня Агва или Аку, твердыня, расположенная на скале, значит, в виде лестниц, на скале, то есть в горах, то есть не на побережье. То же самое значит, описание Цхума, ну, который тоже самое Сухум, картофа грузинского 18 века, царевича Вахушти. К западу от Кадори течет река Цхоми. На этой реке, на горе находится Цхоми. То есть на горе находится город. Да? Вот. Поэтому я думаю, что картофель помещали Акву в горах, но слишком далеко его передвинули. Также наши вот эти абхазоведы или абхазологи, они подвергают сомнению, что абсилы абазги имели отношение к абхазам нынешним. Они считали, что это неясно, недоказуемо, а возможно они были грузинами. То есть
как бы уже такое, вот. И, значит, ну что же здесь можно сделать? Можно просто взять термин апсил, в разных апсил, апшил, все такое, и сделать этимологию. У меня есть этимология этого слова апсил, апсила. По-гречески апсилай. Множественное число. Значит, я связываю корень апс с термином, не пугайтесь, умирать, смертные. Вот все по древнему представлениям, весь мир делился на два мира. Смертные люди и бессмертные боги. Вот. И вот, например, у греков было слово амброзиус, да, амброзиус, то есть бессмертные, боги бессмертные. А вот в многих языках слово человек означает буквально смертный. Вот, например, в армянском языке март означает смертный буквально. В персидском языке то же самое. То есть во многих языках, в адыгейском языке или в кабардинском языке слово человек, мужчина, также производно от корня умирать, то есть смертный. То есть люди смертные, а боги бессмертные. Вот такая была дихотомия. И вот я считаю, что сначала назвали так людей просто, смертные, а потом и стало этнонимом, и стало уже этнонимом апсу. То есть, в принципе, а вторая часть я связываю суффикс ла с суффиксом ассоциатива. Вот у нас есть слова такие, например, агула, да, агула, гу сердце, которое рядом с кем-то, да, сосед. Затем, значит, амахыла, со-зять, правда же, ацала, невестка, со-невестка. Вот апсила, вот со-смертный, да, группа вот этих существ, которые смертные. Ну, такая этимология, конечно, можно ее, значит, критиковать, но, по крайней мере, здесь ясно, что корень абхазский и суффикс абхазский. Просто уже можно по-разному интерпретировать это. Термин абазги, он более сложный. Здесь, кстати, есть и плюс, и минус. То есть, первым, почему плюс? Почему минус? Вот слово абазги, да, оно основано на нынешнем абазинском названии абаза, да, абаза, или адыгейское, кабардинское абаза. Абаза. Вообще-то для абхазского языка и для адыгейского языка такие длинные слова не характерны, корни такие. Абаза. Три значит, слога начальным гласным. Обычно у нас более короткие слоги. Вот. Но этимологии пока нет. Но что характерно, то что в этих передачах старых авторов, греческих, латинских, присутствует элемент г. Абазги. Г. И также в слове саниги тоже, да, саниги, вот такие племя на западе Абхазии, саниги. Что это такое? Это просто-напросто суффикс множественного числа абхазских. То, что сейчас у нас апсуа, да, ауа, оно произносилось в средние века как как сейчас в абазинском языке, вот абаза. Но это такой фарингальный звук, звонкий, он передавался грекам через гамму, через г. Вот и получился абазги. Очень просто. То есть абазги это абазы, множественное число. Вот этот суффикс г, он абхазо-абазинский, древний наш корень, который доказывает, что слово наше слово, да. Причем это, значит, в первых веках нашей эры у Плиния зафиксировано слово это абазги, да. То есть, в принципе, можно сказать о том, что очень, значит, древняя фиксация абхазского материала. Да, извините, у Плиния апсилы, абазги чуть у других авторов упоминается, но, по крайней мере, значит, эти суффиксы явно указывают на то, что здесь у нас суффикс множественного числа именно абхазо-абазинский, древний абхазо-абазинский, и это указывает то, что было слово само относится к абхазо-абазинскому миру языковому. И, наконец, вот несколько слов о топонимах. Одним из доказательств последователей Гонкоропы о том, что город Сухум назывался Цхуми в средние века. Откуда происходит Цхуми? На самом деле очень сложное слово, трудно понять. Вот слово Сухум нынешнее, оно, значит, происходит из турецкого языка. То есть оно как бы взято из турецкого языка, в русском языке и в других языках, потому что они заимствуют слово цхуми или цхоми даже, да. В турецком языке нет согласного ц. Они его на «с» переделали. У них нет начальных сочетаний согласных. Они его разбили гласным. Получилось из схум, получилось сохум. По-турецки сейчас сохум, сухуми, да? А грузины уже забыли слово цхуми, забыли свое слово, и взяли у турок уже слово, а уже из грузинского взяли уже и русский и так далее. То есть такая интересная история этого слова. И вот грузинские авторы еще до вот этих Гванцеладзе считали, что слово цхуми происходит от сванского слова цхум, граб, такое растение, граб, ахец. Во-первых, понятно, почему город назывался граб.
Странно, правда же? Должна какая-то мотивация. Либо большой граб, либо какой-то кривой граб. Ну, просто граб очень странно. Тем более в славянском языке слово грабовая роща цхуймра, там с суффиксом ра, а здесь просто цхум и все. То есть не очень похоже. И вот высказано давно уже предположение о том, что слово Сухуми происходит из искаженной грузинской передачи абхазского названия пригорода Сухума Тхубын. Тхубын это там два корня, тх и бын. Бын это абна. А тх я связываю с корнем, вот есть слово атхиш, ров, атха, ложбина, овраг, рытвина. То есть вот практически лощинный или овражный лес. Тхубын. Тхубна. Вот. А значит, в грузинском языке, это абхазский топоним, мог дать схуми через этапе тхубун, тхумун, цхумун. Это гипотеза, не очень такая, очень хорошая, но другого объяснения пока слова цхума нету, кроме вот этого. Либо граб, который не имеет никакой мотивации совершенно, причем граб и город, да, и так далее. Вот. Значит, и второе слово это гагра. Вот. Что проще, потому что значит, вот такие авторы, как вот Мипчуани, сванский лингвист, он возводил слово гагра к сванскому слову гакра. Гакра, вот гак это орех, да, ну ороса, орех, а ра это суффикс, то есть орешник. Опять же, гагра, почему орешник? Вот. Где мотивация названия города? Совершенно непонятно. Кроме того, кстати, интересно в том, что если мы помним, вернемся к Сухуму, в первом веке нашей эры Плиний, рядом с Севастополем, Сухумом, упоминает племя Апсилов, но вовсе не сванов, скажем, да? Если бы там были сваны, у нас надо суаны. То есть, поэтому тогда уже их там не было, или тогда еще их не было. И то же самое здесь. Вот по данным греческих и римских источников, в этом регионе, вот Гагры, да, проживали средневековое племя санигов, но отнюдь не суаны, суанес, так? Который помещается греческим Страбоном, не побережье, а в горах. Страбон писал, что сваны живут в горах. Вот, а это побережье Гагры. То есть явно и другой регион совсем, Западная Абхазия нынешняя. Никто из старых авторов не фиксирует сванов на побережье, тем более в Западной Абхазии. И кроме того, как в случае с Хуми, неясна мотивация названия данного поселения Орешника. Вот в чем эта особенность. Название Гагры имеет очень хорошую этимологию на самом деле. Могу поздравить нашего друга, лингвиста Валерия Кварчия. Я считаю, что он попал в точку в этом плане. И значит, он рассматривает слово как сокращение от гакыра, агакыра, удерживающее побережье. Это очень хорошая этимология, потому что в этом месте горы подходят близко к берегу. Как Дербент называли еще, как бы Дербент, да, подходит. И здесь очень маленький отряд может целую армию задержать. Это место, закрывающее побережье на самом деле, Гакыра, Агакыра. И вот на старых картах итальянских слово Гагра представлено в полногласной форме, какара, прям буквально как вот должно было быть в древнеабхазском языке. И также, кстати, у Эвлия Челеби в 17 веке Гагра переводится как какыр. Гакыра, прям буквально, да, какыр. Так что, в общем-то, кстати, в средневековой грузинской фиксации названия города тоже Гагари, тоже полногласное. То есть никакого отношения к Гакра оно явно не имеет. И очень похоже на... Да, кстати, тоже, да, правильно, Гаграми Ркоит, вот это место было, где держали побережье. Абсолютно точно, абсолютно точно. Когда я в Турции был, я сказал, ко мне спросили, ты откуда, об Атпею, да, я сказал, с Гагратуб. Они так удивились, думают, что Гагра это просто какая-то сказка, где персонаж удерживает как его побережье, да? Гагра Амирской, это сказка такая у них есть. Они не знают, что это реально как и город есть, Гагра. И, наконец, вот такие еще, уже немножко совсем о других абхазских словах, глоссах, которые сохранились в древнегрузинских источниках, которые тоже говорят о том, что в средние века абхазы были теми, кем они являются сейчас. Лаша и Апсары. Об этом много говорилось, много писалось, но тем не менее у нас есть значит, факт, то, что царица Тамара, которая вот, это золотой век грузинского значит, царства, самая прославленная царица Грузии, назвала своего сына Георгия вторым именем Лаша. Георгий Лаш. Отцом Тамары был царь Георгий III из абхазской ветви династии Багратионов. А мать осетинская принцесса Бурдухан, дочь аланского царя Худдана. Первым мужем Тамары был русский царевич Юрий Боголюб, да, а вторым мужем был осетинский царевич Сослан.
Их сын, который впоследствии стал царем Георгием IV Лаши, по крови был более осетином, чем грузином даже. Однако назвала его абхазским именем вторым – Лаша. Почему? Значение этого факта трудно переоценить. Во-первых, Тамара тем самым, как я считаю, продемонстрировала свою династическую преемственность как от линии абхазских царей Леонидов, так и от абхазской ветви царского дома Багратидов. Также официальная литература грузинских царей эту преемственность подчеркивала, начиная с упоминания абхазов. Царь абхазов, Картвелов, Ранов, Кахов и так далее. Во-вторых, это свидетельствует о том, о ее особых связях с Абхазией и стремлением эту связь подчеркнуть. Она подчеркнула связь с Абхазией. Это указывает также на присутствие при грузинском дворе абхазских феодалов, о чем, что довольно известно. Грузинские хроники, кроме того, она показала свое даже поверхностное знание абхазского языка. Вот она слышала его, она знала это слово, и он понравился ей, она назвала своего сына Лаша. Кроме того, еще есть такая гипотеза о том, что это был эпитет, это был титул Лаша, светлейший, светлый князь, да, Лаша. То же самое, кстати, у адыков тоже нах, да, нах, то же самое. Абхазский Лаша это ла глаз, ша это белый. Вот, цвет глаза, буквально, этимологически. Также по-адыгски нах, на это глаз, и ху это белый. То есть, в общем-то, это могло использоваться как эпитет, да, светлейший. Ну, как царь, да, светлейший. Тоже не исключено. И вот, значит, грузинский хронист, который пишет об этом Лаше, он пишет, что слово Лаша переводится не просто мы думаем, что это Лаша, абхазское слово, а то, что он переводит его. Слово Лаша означает на языке абсаров свет. Он просто переводит слово, понимаете, удивительным образом. 14 века хронист. Тем самым абхазское по имени Лаша, хронист доносит до нас другое абхазское слово, кроме Лаши, абсар. Абсар, содержащий тот же самый корень, что и абхазское название апсуа, апс корень, а также архаичный суффикс множественного числа ар. Он сохранится в абхазском языке, в абхазском языке 4 суффикса множественного числа, ква, ча, а и ар. Ар сохранился, он является непродуктивным суффиксом, такие слова, как, допустим, ацес, ацар, или ацара, да, ацар. Адзис, козленок, адзар. Да, асес, асар, асар, да, асар и так далее. То есть это древний суффикс, который очень древний, потому что он имеет связь даже с дагестанскими языками. Это очень древнее наследие северокавказских языков. Потому что суффикс ква, он более поздний, связан с адыгским квад, много, то есть буквально наречие было много, стало суффиксом и так далее. Так что вот хроника сохранила нам не только имя Лаша, да, явно абхазское слово, но также и слово абсар, то есть где отражение абхазского этнонима апсуа и суффикс множественного числа ар. То есть целых 3 абхазские элемента в хронике рукописи 12, относительно 12 века. Это очень древнее свидетельство. Для нас у нас нет своих собственных рукописей, поэтому это очень важный факт, говорит о том, что абхазы в 12 веке говорили на абхазском языке, который сейчас тоже нам понятие, мы его, как сказать, анализируем на основании нашего знания об абхазском языке. Еще 2 интересных элемента. Фамильный суффикс пхе. Пхе или хе. Очень важное свидетельство не только древнее присутствие абхазского языка на территории Абхазии, но, что очень важно, его влияние на соседний мигрейский язык, а также на западные диалекты грузинского языка. Суффикс, оформляющий женские фамильные имена. В мигрейском языке это суффикс упоминается в форме хе. Зинцаре хе, женщина по фамилии Зинцаре. Зики хе, женщина Зики. Дади хе, женщина по фамилии Дадиани. И так далее. В форме пхе используется суффикс западно-грузинских диалектов, гурийском, имеретинском, аджарском. Например, гурийское гуриели пхе. Или Гурипхе, женщина по фамилии Гуриели. Берипхе, женщина по фамилии Беридзе. Рамипхе, женщина по фамилии Рамишвили и так далее. Аджарская Ногайделипхе, женщина по фамилии Ногайдели. Дадьянипхе, женщина по фамилии Дадьяни. Миритинская Чикованипхе, женщина по фамилии Чиковани. Ратьянипхе, женщина по фамилии Ратьяни и так далее. Вот форма хе, кстати, вот в турецком абхаз диалекте, там, допустим, если женская форма имени, допустим, там Аргун, да, они говорят не Аргун пха, а Аргун ха. Вот это ха это и есть хе, сокращенная форма. Ну а в других, естественно, диалектах это пхе, пха. Вот женский фамильный суффикс также пхе, также в лазском языке, в Турции уже, то есть лазы получили его, вот какой эстафеты. Однако у них уже часто он оформляет даже мужские имена. То есть они уже забыли, что это женский суффикс, да, уже потеряли исходную семантику и уже упоминают в качестве и мужских имен.
Этот формант происходит от абхазского суффикса женских форм фамильных имен пха, то есть дочь. Абха, дочь. Рост на адыгском пху и узбекском пхя, дочь. В абхазских диалектах встречается суффикс в качестве формы пха, пха или ха. Ну вот на абхазское происхождение суффикса указывали также уже такие авторы, как Марки, Пшидзе, Иналапа и так далее. Вот учитывая то, что в мигрельском языке форма имеет, суффикс имеет форму хе из ха, а в западно-грузинских диалектах пхе, я считаю, что говорит о том, что вот эти западные диалекты заимствовали не из мигрельского языка эту форму, а прямо из абхазского языка. Тогда, когда абхазский язык был языком двора Кутаиси, одним языком двора Кутаиси, это была Гурия, кажется, да, Кутаиси, это Гурия, да? Имерети, да. Когда они прямо слышали абхазскую речь, и вот эта значит, камильфотность абхазских вот этих формантов, да, фамилий, оно могло быть, конечно, модным таким приемом для того, чтобы показать свою какую-то возвышенность. И вот стало популярным и сохранилось до наших дней в этих диалектах. Таким образом, значит, наряду с фактом названия царевича Георгия вторым абхазским именем, а также популярность в Западной Грузии абхазского формата женской фамилии Пха является еще одним весомым аргументом, говорящим против тезиса Ингароку и его адептов, но якобы отсутствие абхазов апсу, соответственно, абхазского языка на территории Абхазии ранее средневековья. Вот я еще считаю, что и суффикс ва, мигрельский суффикс ва, да, чикобава, там, и так далее, ва, да, он также возможно, этимологии хорошей нет, никто не доказал еще, что это откуда происходит, может абхазское происхождение. Вот, потому что у них формы есть, вот такие алломорфы, да, такие ва, чередуется с а. Вот мика, микава, мика, там. Они прямо так пишут в словарях. Бокучава, бокуча, значит, абхазава, абхаза, личава, лича, папава, папа, кардава, карда. То есть это как бы варианты суффикса ва. И вот я считаю, что почему я считаю, что может иметь абхазское выражение? Потому что в мигрельском языке сочетание двух гласных, оно разбивается согласными. У них нет, у них запрет на 2а. И, допустим, слово мсуа это псо или мсо это крыло. Они произносят как мсува, вставляют вставной ва. Поэтому вполне возможно, что исходная форма была из абхазского аа суффикс, допустим, вы знаете, да, карда, там, чрыга, не знаю, джапуа, да. Потом одна из форм была ва, и вот оно как бы попало в официальное употребление. И, это моя гипотеза, я на ней не настаиваю, тем не менее, одна имеет право на существование. Кроме того, непровержимым свидетельством древнего и длительного соседства абхазцев и мигрелов, соответственно, интенсивного языкового контакта между народами служит обширный пласт взаимных лексических заимствований. В абхазском языке очень много мигрелизма на самом деле. О чем он говорит? О том, что очень тесное общение было, правда же? Очень древнее общение. Однако и в мигрельском языке очень большой пласт абхазских слов. Огромный пласт. Просто огромный пласт. У меня один статья по этому. Просто примеры приведу. Акваква, шея, акваква, шея. Бжаке, борода, ажаке. Махваре, рука, амахвар. Значит, лабаща, алабаща, да? Аныга, ныга, аныга. Хирадзага, ахрадзага. Барца, абарца, балкон, да? Агварта. Что важно здесь? О том, что не только слова были заимствованы, но также грамматические элементы. Это очень важно. О чем он говорит? О том, что влияние абхазского языка было не просто лексическим, оно еще было грамматическим. Означает, что влияние было сильным и очень старым, то есть очень древним. Вот такие в мигрельском языке из абхазского языка заимствовано приверб кыла. Вот кылпрара, да, кылпра, сквозь что-то пролетать, допустим, кылпрара. Вот в мигрельском языке, например, кыла рауа, выгонять наружу, кыла рауа. Абхазском кылцара, кылцар выгонять, да, кылырцей, да, выгнали. Вот. Это один приверб. А второй после лог, то есть суффикс, который указывает на направление. Вот у них в абхазском языке ах, да, допустим, ашколах, да, ах, да, или, допустим, аюнах. А в мигрельском языке это был суффикс в виде х или хе. Например, уде это дом, уде шахе. Они сочетали его с ша тоже, ша направление плюс хе вот это. Уде шахе до дома, зугиди шах, да зугдиди и так далее.
Эта статья, суффикс был выявлен грузинским ученым лингвистом Гудава в статье 1947 года. Вот. То есть представленный материал говорит о том, что не только было сильное лексическое влияние абхазского языка, но также и грамматическое влияние, что говорит о положительном периоде языкового контакта и взаимодействия между неродственными между собой абхазским и английским языком. Если бы это было недавние пришельцы, да, как говорят Гаропа и его в 17 веке, они не могли бы столько много вклад внести в мигрельский язык совершенно. Так что вот я уже завершаю свой рассказ. Целью настоящего доклада явился критический анализ концепции, выдвинутой грузинским историком литературы Павлин Гаропа, ключевым для которой является отрицание автохтонности абхазского этноса на территории Абхазии. Ранее отмечалось, что я отмечал выше, что существовал зловещий деструктивный подтекст теории Гаропы. То есть он был создан с какой-то целью. Это не было просто какой-то полет мысли грузинского филолога. Это была целенаправленная и политическая акция, как я считаю, попытка идеологического исторического обоснования планируемой депортации абхазского народа в районы Казахстана и Сибири по аналогии с практикой выселения других этнических меньшинств, проживающих в Грузии в сталинский период, включая месхетинских турок, понтийских греков, курдов, армян, мусульман и так далее. Кстати, вот я занимался латским языком, вот я в Ишере нашел, у меня много материала по латскому языку, вот я еще до войны, в 80-х годах, я в Ишере с латской одной пожилой общался, и она сказала, что она пережила депортацию в сталинское время, вот в Сибири они были. Когда они тут привезли их, там были бараки пустые были. Она спросила у начальника, а для кого это бараки? Они ему сказали, для абхазов. То есть такие вот вещи, которые очень заставляют о чем-то задуматься. То есть на современном этапе актуализация идей Гаропы преследует иную политико-правовую цель. Уже не депортация абхазов, а другая цель, как в то время. Исходя из положения о том, что современные абхазы, Апсуа, якобы не имеют исторической преемственности с древними средневековым населением Абхазии, сторонники данной концепции выдвигают тезис об отсутствии абхазов легитимных исторических оснований для реализации права на самоопределение и создание собственного государства. Поскольку они пришельцы, они имеют право на территорию, имеют право на самоопределение. По сути, ту же цель преследует близкая по своим политико-правовым импликациям компромиссная концепция двуаборигенности абхазов, с которой, как абхазские, так и казахские этносы, рассматриваются в качестве автохтонного населения Абхазии. В силу чего правосубъектность абхазского населения в вопросе самоопределения без согласия и участия грузин постулируется как нелегитимная, и право на самоопределение Абхазы не обладают. Приведенная в статье аргументация ориентирована на демонстрацию несостоятельности наукообразных построений указанных авторов, основанных на тезисах о якобы отсутствии исторической, этнокультурной и языковой преемственности между современными и древними абхазами, об отсутствии абхазского языка на территории Абхазии в античные и средневековые периоды. Данными объективной науки, лингвистики, топонимики, истории, археологии, антропологии, эти безосновательные и лишенные доказательной базы этногенетические конструкты не подтверждаются. Напротив, верифицированная совокупность данных исторических, лингвистических и смежных дисциплин говорит о том, что формирование абхазского этноса происходило на территории исторической Абхазии. При этом анализ имеющегося корпуса источника позволяет предполагать, что наиболее значительные миграционные процессы средневекового периода были ориентированы не с севера на юг, а с юга на север, из Абхазии на Северный Кавказ. Одним из свидетельств того является присутствие абазинского этноса на территории современной Карачаево-Черкесии. Конечно, это не исключает каких-то передвижений отдельных групп населения в ту или иную сторону. В результате длительных языковых контактов между абхазами и мигрелами в лексический фонд абхазского языка проникло большое число мигрельских слов. Вместе с тем, влияние мигрельского языка ограничилось лексикой и, вопреки голословным утверждениям Кванцеладзе, не затронуло грамматическую систему абхазского языка. В то же время обратное влияние абхазского языка на мигрельский, как демонстрируют результаты целого ряда исследований, носило более глубокий характер, распространяясь не только на сферу лексики, но также на морфологию и синтаксис, что показано в работах Чикабава, Рогава, Гудава, Циколия, Хьюита, а также автора настоящего доклада. Таким образом, приведенный критический анализ позволяет констатировать, что попытка ревизии автохтонного статуса абхазского этноса на территории исторической Абхазии, предпринимаемая в работах ряда грузинских ученых, старых ученых, современных ученых,
вступает в противоречие совокупности данных исторической и лингвистической науки. Указанные концепции лишены убедительной научной аргументации и не удовлетворяют критериям научной верификации, в связи с чем могут быть охарактеризованы как научно несостоятельные и отражающие политически мотивированные интерпретации исторического процесса. Академический час прошел очень даже незаметно. Столько лекций была интересна. Грузинская лженаука никак не умолкнет. Ну вот очень достойный ответ в области лингвистики, истории и так далее, и так далее. Пожалуйста, коллеги, вопросы, видимо, у вас. Интересный доклад, точнее тезис доклада, потому что у меня была счастливая возможность более широко ознакомиться. Есть ли в грузинском научном сообществе какая-то академическая полемика по и концепции этого Ингорокова, и в целом по этногенезу абхазов? Потому что вы сами сказали, что большой пласт оставили классики грузинской науки по поводу этногенеза абхазов-то, и Джавахишвили вы упоминали, и Берзанишвили, Ламтакидзе, другие авторы. Вот, в настоящее время существует ли полемика, либо она все-таки носит более политизированный характер, какой-то вот направленный, связанный больше с пропагандистскими дискурсами? Хотя, конечно, мейнстримом является, конечно, то, что я говорил, да, мейнстрим. И тем не менее есть ученые грузинские, которые не придерживаются такой радикальной теории. Вот, в частности, Зураб Папаскери, который здесь у нас фигурировал на одной из фотографий, у него целый ряд работ по истории Абхазии. Он вообще из Абхазии родом. Вот. И он считает теорию Горохова ошибочной. Но он сторонник теории двуаборигенности Абхазии. Он считал, что хотя абхазы считают, что абхазы жили в Абхазии с древних времен, но что им предшествовали, еще более древнее, да, предшествовали Мигрел-Лазы. Вот так он считает. То есть он придерживается теории двуаборигенности. Хотя вот он отрицает вот эти все постулаты и Горохова о том, что только грузины жили в Абхазии в древние времена, и также и Ванцеладзе и других. Также вот историк Лежава, вот он тоже из Абхазии, но он Григорий Лежава, он в Москве он работал. Он даже написал статью о том, что вообще, где он рассматривает генезис теории Гороховой. Он называет его теорию сознательной фальсификацией. Он считает, что это было ответом на сепаратистские устремления абхазов. Поэтому ему пришлось придумать теорию, чтобы вот эти сепаратистские тенденции на них ответить. Да? То есть он называет теорию фальшивкой практически. То есть, вот. Ну и, конечно, в Грузии давно уже работает уважаемый нами историк Георгий Анчабадзе, сын нашего знаменитого историка Зураба Гануши Анчабадзе, он писал об этой теме, на эту тему, и дискутировал с грузинскими авторами, и он занимает очень объективную, очень взвешенную позицию. Вот. Ну и недавно мы видели тоже выступление молодого человека Цурцуми, да, Зура Цурцуя. Тоже он, в принципе, практически опровергает эту теорию, просто прямо он не говорит, но тем не менее он считает, что она придумана, в общем-то, более-менее, и даже сравнивает с какими-то событиями в Германии 30-х годах. То есть, в общем-то, но большой дискуссии там нет, естественно, и люди, в принципе, боятся, особенно те, кто считает, что это неверно. Они сейчас такой мейнстрим, что они боятся быть зашельмованы как непатриоты. Вот это, конечно, имеет значение. Поэтому вот мы не знаем, кто как думает на самом деле, но вот такого открытой дискуссии там не ведется. Кроме вот Зураб Папаскери, он считает, что и абхазы, и грузины являются автохтонными Абхазии. Вот. Или Лежава считал, что теория Ингорокова, она просто фальшивка, фальшивая теория, то есть фальсификация, что теория основана на фальсификации. Вот. Хотя оправдывают тем, что сепаратистские настроения абхазов. Вот такая ситуация сейчас. Я, конечно, не читаю по-грузински так особенно, вот, и тем более сейчас
плохо с литературой, чтобы так прямо знакомиться, но я думаю, что более-менее вот такая картина как бы нынешняя в Грузии. Но очень часто в комментариях пишут, что вы абсурдцы, идите к своим адептам с такой уничижительной коннотацией, да? Ну вот есть мнение грузинских историков, есть мнение абхазских историков, а каково мнение адыгских или северокавказских? То есть готовы они нас принять в свое лоно, вернуть в свой дом? Что они думают о Хороший вопрос. происхождении? Хороший вопрос, конечно, да. Но И не обижает ли их вот эта вот уничижительная такая манера? Дикие, вернитесь к своим адыгам. да. Вы знаете, я мало видел работ вот, в Кабарде или в Адыгее, посвященных этой теме. Мало видел, и поэтому у меня нет даже вот, впечатления никакого о том, как они к этому относятся. Ну, серьезные ученые, конечно, по определению должны как бы, понимать, что это как бы, является ненаучными, недостоверные. Кроме того, Ангарука покушается и на территорию Адыгеи, да, он считает, что вот, типа вот эти суффиксы псы, которые вода, да, река, вода, грузинский суффикс, ну, вообще, вот. И поэтому здесь, в общем-то, конечно, но вот такого вот полемики я не видал нигде. Мы как бы одни на В этом отношении, поле, да. В этом отношении, да, мы одни, вот, пока, и, значит, ну, вот наш большой друг, конечно, профессор Джордж Хьюитт в Англии, он, конечно, прекрасно знает ситуацию, знает грузинский язык, абхазский язык, знает кавказский язык. Он, конечно, у него целый ряд статей, которые опровергают эту теорию, и с другими авторами спорит. Вот. Но вот на Кавказе, на Северном Кавказе, в общем-то, никакой полемики по этому поводу я не замечал. Может, я что-то пропустил. Вот. Ну, вы знаете, что есть три теории даже про родства кавказских языков. Значит, по одной теории все кавказские языки родственны, теория, которая родилась в Грузии, иберийско-кавказская теория, так называемая, Чикабава, Ламзатидзе, другие. Другая теория считает, что вообще нет никакой связи, три группы абхазо-адыгские языки, насско-дагестанские и картвельские языки между собой не родственны вообще, просто соседи. А третья теория в том, что существует две языковые семьи на Кавказе, северокавказская в составе двух ветвей, абхазо-адыгская и насско-дагестанская, и картвельская, между собой они не родственны. Ну вот большинство специалистов по языкознанию вот, в России сейчас, в частности, на Кавказе, они приверженцы, большинство, теории вот, северокавказского родства, что абхазский язык родственный северокавказским языкам, дагестанским языкам и нахским языкам. Но другие считают, что все-таки, особенно те, кто в Тбилиси учили в свое время, значит, очень привержены теории вот, кавказского родства, что все кавказские языки, братские языки родственные. Вот. Так что дискуссии я не видал. Вот. Ходорев Лазовский Максим Григорьевич, я председатель Санкт-Петербургского философского клуба, Российского философского общества, здесь на отдыхе нахожусь. Я благодарен Вячеславу Андреевичу за совершенно замечательный доклад. Спасибо. И у меня такой вопрос. Вот, готовясь в Абхазию, сюда, посетить Абхазию, и первый раз я немножко познакомился с историческими, культурными, религиозными традициями. И меня удивил один факт, что вот, оказывается, на территории Абхазии, у абхазского народа, значит, сочетается и мусульманская традиция, и христианская традиция, и еще и, так сказать, вот, местная, так сказать, Традиционная. Абхазская национальная религиозная традиция. Это очень толерантное, так сказать, редкое сочетание вообще где-то. И это очень напоминает одну из религий, мировых религий Бахаи, которая рассматривает вообще мир как единство в разнообразии, и религии как единое в разнообразии. Насколько это проявлялась вот такая вот уникальная ситуация, проявлялась в истории, в культуре, в философии абхазского народа, мне бы интересно было узнать. Даже по этому поводу есть работы, даже диссертации по этому поводу есть. Вот. Но, конечно, сейчас, если спросить абхазов, то они скажут, что он либо христиане, либо мусульмане, правда же? Вот. Но есть люди, которые считают, что они вот, даже них называют как в качестве религии абсура, да, вот как вот, народная религия или традиционная религия. Вот. Что характерно, что в Абхазии религиозный фактор не играл никогда политической роли вообще. Вот это очень важно, и это большой плюс для нашего общества, что у нас много разделяющих линий, но вот этого у нас,
к счастью, не было и, надеюсь, не будет. Но вот во время махаджирства, знаете, во время покорения России и Кавказа, все-таки религиозный фактор большую роль играл, и в частности те, кто вот были все-таки, в основном мусульмане потерпели как бы поражение, и многие из них были депортированы, но все-таки это было, мне кажется, завеса за другой причиной, более такая, ну вот как бы борьба за как бы самосохранение, вот, которая имела лишь просто внешнюю оболочку борьбы религиозной, правда же, джихад и так далее, все эти вещи, они все-таки, это была не религиозная борьба, а была более этнотерриториальная, политическая борьба. Вот. И абхазское общество всегда было, это многие авторы писали 19 века, российские авторы, что оно очень толерантно к разным религиям. Ну вот у многих из нас, вот сейчас вот спросишь, да, вот в моей семье, например, были бабушки христианки, мусульманки, и это вообще не было фактором никаким вообще. То есть они исполняли свои ритуалы, да, которые требовалось. Это воспринималось как нормально, абсолютно нормально, в одной и той же семье. Вот это, конечно, редкое, видимо, явление, правда же? Мы знаем, что религия может настолько разделять людей, что вот в Северной Ирландии, допустим, практически, да, вот мы видели такая жуткая была бойня между католиками и протестантами. Но у нас, к счастью, вот этого нет, и надеюсь, что это сохранится. Это основа нашей философии народной, это толерантность к другому. И в частности, в плане его религиозных воззрений. В современных школьных и вузовских учебниках Грузии по истории находит ли как-то отражение вот этой Это очень хороший вопрос, очень интересный. Я лично я не знаю, надо это проверить. Как вот эта теория отражается в современном изображении. Ну, судя по соцсетям, видимо, это как-то все-таки Поскольку молодежь даже не сомневается, что это так, да, то явно, что какое-то обучение, промывание мозгов происходит. Но или в школе делается, или просто какой-то в среде общей, трудно сказать. Надо просто связаться с грузинскими какими-то авторами, да, и попросить учебники, и вообще проверить. Сейчас легко, кстати, можно переводить вообще учебники по искусственному интеллекту. Да, и интересный этот вопрос, очень интересный, конечно. Потому что настолько сейчас такой подъем этого понимания, что абхазы пришельцы, что они с гор спустились и так далее, что это именно у молодежи совершенно. Да. Я обратила внимание, вот смотрите, в теории Нгурука, несмотря на то, что он считает абхазов грузинами, но почему-то царскую династию... Древних абхазов. Да, древних абхазов, не современных, да. Однако царскую династию все равно почему-то считает ласской. Вот это интересно. Вот это непонятно, почему так. Вы знаете, вот есть статья, даже книга двух русских авторов, Виноградов, вы знаете, известный, и Белинский, да? И с Гугушвили. Нет, или там Белецкий. Там два автора было, другая. Виноградов, да. Белецкий. И они пишут, что династия абхазских царей была ласская. Никаких доказательств, аргументов, вообще ничего, ссылок на источники не приводится. Ну, то же самое писал и Горохова. Понимаете, вот странно, правда, что они серьезные ученые, пока Виноградов серьезные ученые, и как-то безнаказательно это говорить, утверждать, не ссылаясь вообще ни на что, да? Это странно, правда, согласитесь? Да. Я в своей статье упоминаю их. Да, и еще, если позволите, да. по поводу имени Лаша. Да. Я, насколько помню, даже Гирий Васильевич Цулай в одной из своих работ пишет, что вот эта цитата из летописи стоит самой целой летописи по своему значению. Он даже сказал, что вот это одно слово, да, да. Оно стоит томов, да. исторических томов, одно слово это, да. Но просто хочу сказать, что в эпиграфике встречается и в виде алаша. Да, вот это интересно. Да. Я хотел как раз спросить, Лаша или... Ну, психола. Эпиграфики какого? Лаша, Ну, психола, Лаша, свидруга. Так, эпиграфика, значит, это связанное с братьями Харгцели, один из которых являлся воспитателем. Да, один из которых являлся воспитателем Георгия Лаши. Ага. И если сейчас мне память не изменяет, в Марамшинском монастыре, это на армянском языке надпись. На армянском? Да. Период правления Алаши, Сейчас могу путать, но сейчас вот... Это интересные данные. Да, она сохранилась, она... В грузинских источниках только Лаша, без А в армянском... Да, это, кстати, у одного из армянских авторов идет разбор этой эпиграфики, как раз в виде Алаша. Интересно. Кстати, армянские, я прошу прощения, армянские ученые на этот счет у них было какое-то выражено какое-то мнение по поводу этногенеза Абхазии, потому что все-таки были контакты между абхазскими и армянскими царями.
Что-то есть? Плохо изучено очень. Нет, современные ученые, что-то на эту тему. Не Очень думаю. мало. Да? Да. Кстати, вот интересно, что слово обшил, да, Да. обшил, оно зафиксировано в армянских источниках на 100 лет раньше, чем в грузинских источниках, в 7 веке. А в грузинских источниках появляется только как гапакс, да, он, значит, как обшилете, страна обшила. Обшилете, страна обшилов. То есть даже этноним не употребляется, а у армянских источников есть. И скорее всего было так, что какие-то источники были грузинские, которые утратили, которые нам до нас не дошли, откуда армяне взяли это слово обшил. Да. И, кстати, вот в современности сохраняется, я просто не сказал, просто времени, этот этноним сохраняется фамилия Апшилава. Это то же самое слово. Почему там ше, а не се, апсил, да, апсил? Потому что в зыбском диалекте абхаз, апсу, это не апсу, а апшла. То есть шепелявый се, который воспринимался в грузинском языке как ше, поэтому апшил. Вот. И, значит, и в армянском тоже апшел. Вот. Так что это, конечно, очень яркий факт, как его абхазского языка, вот именно с глубокой древности, с первых веков. Насколько в фольклоре непосредственных наших соседей мигрелов, может быть, сванов, отражено древнее историческое взаимодействие с абхазом? Значит, я хочу добавить, потому что сказал про обшил, да, также не слово есть обшилури, сорт винограда, обшилури уча, черный виноград, обшилури, прилагательный, обшильский, то есть буквально обшильский, прямо как этноним обшильский. То есть не фамилия, а уже прямо какие вот прилагательные обшильский, да. Значит, ну, сейчас я не могу сказать, что я знаток большой мигрельского фольклора, но очень многие авторы грузинских отмечают, что в грузинских источниках, кстати, это тоже Цурцуми отмечает, что абхазы всегда выступали в рыцарском обличии, что это рыцари, да, которые там свою честь ценили, свое слово, были слово, то есть были во всех отношениях, вели рыцарский образ жизни, вот, и поэтому самые лучшие такие отзывы были об абхазах и грузинские народные, вот, даже пшавские, херсувские, хотя далеко регион, тем не менее абхазы воспринимались как вот такой вот образ рыцаря, да, и мигрельский, то же самое мигрельский. То есть вот то, что сейчас у нас есть, да, такая неприязнь, да, очень сильная, это позднее явление, очень, это явление уже такого советского, ну, раннее, ну, 18 да, вот, века, не века, 19 года и так далее. Вообще национализм позднее явление, он возник уже очень позднее время, поэтому не было национализма в средние века, вообще не было. Была важная религия, да, но не нация, не этнос. Да. На самом деле очень правильно применили бы слово секта, потому что в последнее время в соцсетях ужас, что творится. И такое ощущение, что вот мы эту идеологическую машину точно победить не сможем. Потому что один вышел, и все, за ним уже цепочка с тысяч, и ничего невозможно сделать. Какое бы количество историков мы не воспитали. Ну, сейчас у меня такой вопрос, может он глупый, но может и рационально, не знаю. В связи вот с появлением новых возможностей технологичных, с тем, что сейчас делают генетические анализы, в том дискурсе, в котором вы сегодня нам читали лекцию, это нам может быть в помощь? Ну, смотрите, если вы имеете в виду генетика, да, палеогенетика? Да. Ну вот, хочу сказать о том, что вот кто такие абхазы генетически, да? Но нет народов чистых вообще, не существует их, все перемешивались, и багон, это все ясно, что, и, естественно, близкие народы соседние, они все больше и больше, как правило, они сохраняют одни и те же гены. Ну вот, если речь идет о Y-хромосоме, да, то есть, который проходит по мужской линии, вот, то абхазы состоят из 4 компонентов этнических. Абхазы, вот нынешние абхазы, 4 компонентов. Это, значит, Г2-2Б, это западно-кавказский, автохтонный. Вот. Его во всем мире, вот скажем, в Сардинии 10%, да, людей с этой гаплогруппой Г2-2Б. У абхазов она где-то 45% у абхазов. Мировой, значит, полюс это шапсуги. В шапсуге до 80%. То есть оттуда какой-то такой эпицентр шел. Вот. Ну, у быхов тоже большой процент, у адыгов и так далее. И у мигрелов, и у сванов. То есть биологически мы очень близки. Соседи, естественно, брали в жены друг друга, естественно, все это
понятно. То есть биологически мы очень близки. Вот. Второй компонент – это ближневосточный, J2. Это вот нас связывает с югом, с хаттами, с шумером, там, с древними цивилизациями. Третий компонент – это восточноевропейский степной, R1A. Это связывает нас с европейцами, с тюрками, вот со всеми, все, что было с скифами, с аланами, все, что было вот в степи, вот, которое сюда проникало. И, наконец, последний – это западноевропейский, R1B. Западноевропейский у нас компонент есть, где-то 15%, вот мы западноевропейцы частично. Так что, в общем-то, все народ смешанные, и вот эта компонент четвертая, да, она вот 4 компонента, она присутствует в разных немножко пропорциях во всех западно-кавказских народах. У адыгов, у быхов, у абазин, и значит, у кого-то больше Г2Б, у кого-то чуть меньше, вот, но вот у шапсуков больше всего. Вячеслав Андреевич, вы не только как известный ученый, но и как политик, бывший министр иностранных дел. Как вы считаете, стоит вот этот вопрос поднимать на уровень государства и провести какую-то конференцию с привлечением иностранных ученых из России, из Северного Кавказа, Москвы? Это очень, спасибо за вопрос, очень важный вопрос, потому что вот если смотреть на чисто вот на объем грузинского нарратива в социальных сетях, который он это цунами просто, понимаете, и наш ответ очень слабый, я бы сказал бы. Вот, конечно, есть разные уровни, да, вот ответа, скажем, да, это уровень бытовой, скажем, да, там, который часто вот на площадную брань переходит. Но есть уровень повыше, правда же, более такой, сказать, ну, не совсем идеология да. И вот я бы сказал, что по сравнению с нашей повесткой, нашим присутствием в информационном пространстве лет 15 назад было больше, чем сейчас. Мы абсолютно эту область запустили. В общем-то, это очень важный вопрос. Мы занимаемся этим вопросом. Вот у нас есть группа, которая... Мы вот сегодня у президента были по этому же вопросу, и до этого нашли полную поддержку, полное понимание, что необходимо обязательно делать. Мы не можем быть беспечными на фоне вот такой идеологической накачки населения, и не только грузинского, но и вот русскоязычного, да, и северокавказского, допустим, на них тоже распространяется эта информация. Если посмотреть на эти сайты или ролики, да, вот, которые я цитирую, грузинские, количество просмотров 80 тысяч, 70 тысяч, 60 тысяч, очень много людей их смотрят. А нашего контента почти нету, но очень мало. И поэтому нужно обязательно, это вопрос национальной безопасности, нужно обязательно им заняться. Я с вами полностью согласен. И надеемся, вот сейчас попытаемся что-то сделать. У нас, кстати, хорошие кадры есть, хорошие ресурсы человеческие, просто нужно их организовать. И финансирование необходимо, конечно же. Вот Шеварднадзе, когда война закончилась, грузино-абхазская, он признал, что Грузия проиграла в информационной войне. Это говорит о том, что возможна победа в асимметричной войне информационной, если собрать ресурсы и быть, как сказать, принципиальным. Но сейчас мы проигрываем. Вот сейчас, наверное, мы проигрываем, но мы должны собраться. Да. Спасибо большое, что вы подняли этот вопрос, подняли его на академическом уровне. Если я правильно понимаю, мне кажется, этот вопрос в нашей академической среде, в абхазской, уже не является дискуссионным. То есть для нас это не вопрос каких-то полемик, дискуссий. Да? То есть мы, в общем-то, располагаем... Ну, внутри общества мы по этому поводу не спорим. Да. Мы располагаем доказательной базой, да, судя по тому, что я сегодня услышала от вас, достаточно научно аргументированные, обоснованные, то есть мы можем доказать обратно. Абсолютно. Скажите, пожалуйста, может быть, надо идти более радикальным путем и просто официально объявить эту теорию или концепцию экстремисткой на официальном уровне, хотя бы вот здесь у нас в Абхазии. То есть объявить ее как экстремистская идеология и запретить, да, упоминания и так далее. Да? Как вам кажется, вот такая идея? Интересно. Кстати, вот был... Стоит ли заниматься вот внутри нас какой-то дискуссией, полемикой?
во-первых, ну, начать с того, чтобы просто признать его экстремистом. Вот был здесь недавно Валера, да? Валера? Да. Мы с ним по этому поводу писали, он написал какую-то работу по Европе. Вот он тоже считает, что необходимо его официально заклеймить и даже в Российскую Думу обратиться, чтобы Российская Дума как бы заклеймила эту теорию как экстремистскую. Но мне кажется, вряд ли это получится. Вот. Даже наш парламент, я думаю, он не поймет, не решит, что это необходимо, правда же? Потому что настолько она слабая, эта теория, вот настолько слабая, да, настолько ее легко разрушить, вот как песчаный, знаете, замок из песка, что в общем-то, нужно бороться с общественным мнением враждебным к Абхазии, да. Но вот эта сама теория, я не знаю, как вы считаете, на каком-то уровне официально ее заклеймить, мы и так ее заклеймили давным-давно уже, в учебниках она... Конечно, это вызывает... В наших учебниках она заклеймена, в учебниках везде пишется, да, теория, во всех наших нарративах исторических, везде она упоминается, как в крайне негативном плане, у Станислава Лакобы, скажем, Царство Небесное, у Чабадзе, даже его сын Геен Чабадзе тоже в Грузии, находясь в Тбилиси, он на негативном плане пишет и так далее. То есть, значит, Папаскири, Зураб и так далее. Она вообще маргинальная теория, она не является мейнстримом с точки зрения официального дискурса, да? Грузинские политики не говорят, что вот абхазы пришельцы, да? Сейчас они говорят, наоборот, что абхазы братья и сестры. Вот. Но вот именно вот обыватели, да, вот они, для них это мейнстрим, для обывателей. И насколько это опасно, надо тоже решить, да, надо понять вообще, надо проанализировать. Мне кажется, что происходит дегуманизация абхазов таким образом, да, как бы они вот демонизируются и дегуманизируются, что они уже не люди, а какие-то вообще пришельцы, какие-то маргиналы, которые захватили территорию, древние территории Грузии и так далее, понимаете? Вот это опасно, потому что дегуманизация абхазов в лице молодежи грузинской. И оно может иметь какие-то последствия, если, не дай бог, это будет более серьезные у нас столкновения. Но вот так вот идеологически заклеймить я не знаю. Вот у меня нет мнения по этому поводу. Внутри Абхазии нет спора по этому поводу, да, в общем-то. Как бы мы понимаем, что это все значит, теория, она несостоятельна, что она, так сказать, не просто вредна, она еще и ошибочна, это фальсификация практически. Но есть же мировое пространство, правда же, интернет-пространство. И там, значит, я говорю, что просмотры этих роликов, да, антиабхазских, 60 тысяч, 70 тысяч, 100 тысяч, это не просто так, понимаете, это системная работа, ведется подрыв абхазской государственности. Мы не можем смотреть беспечно. И это угроза для нас, идеологическая угроза, правда, которая может перерасти в что-то другое. Я считаю, что наш ответ не соответствует вот тому, да, вот, вызову, который есть, я в этом уверен, и это, я думаю, что есть такой консенсус, что мы отстаем. Вот. Это, повторяю, что возможно победа в симметричной борьбе, можно позиции восстановить и очень даже вести наступательную позицию. С точки зрения аргументации, без языка ненависти, без каких-либо обзываний, просто спокойно и принципиально оставить свою позицию. Это сильная позиция. Вот. Но пока этого нету, я думаю, что мы к этому уже подошли, что все, когда я вижу в соцсетях, многие просто люди обычные пишут, что а где же наш ответ, а где же мы, понимаете, ощущается, что большой наплыв есть, а ответа такого адекватного нет. Это, мне кажется, общее такое. Поэтому я считаю, что мы пока проигрываем. Но это временное отступление.